Неизвестный Митов. Узнать больше о жизни и творчестве художника предлагают создатели выставки, открытой в стенах Музея чувашской вышивки. Она приурочена к 90-летию со дня рождения Анатолия Митова. Его ранние работы, которые хранятся в семье, документы, фотографии, книги из личной библиотеки – все это стало частью уникальной экспозиции. Свой вклад в ее подготовку внес Чувашский институт гуманитарных наук. Новые стороны многогранного таланта мастера, которого называют создателем подлинно национального чувашского изобразительного искусства, открывала для себя и наша съемочная группа. Акварели, рисунки, гравюры – многие сделаны еще в студенческие годы художника. Если раньше экспонировались в основном известные произведения Анатолия Митова из собрания художественного музея, то представленные здесь ранние работы не видели даже специалисты, рассказывает искусствовед Антонина Мордвинова. Что-то хранилось в семье мастера, что-то в школе в его родном Табурданово. Такова концепция этой выставки – показать неизвестные ранее материалы, которые откроют новые страницы жизни Митова и помогут лучше понять становление его уникального стиля. Кроме того, нам хотелось показать кухню художника. Сохранился этюдник, который он сам своими руками сделал, мольберты. Все было сделано руками художника. И мы привезли из Табурданова и кисти, конечно, и остатки краски в тюбиках, уже засохшие. Все это мы привезли. Родным местам Митов посвятил целую серию работ. Удивительной игрой света и цвета завораживает картина «Табурдановский лес», которую называют одним из шедевров художника. Есть в экспозиции и фотографии, сделанные Анатолием Митовым. Работая над оформлением поэмы «Нарспи», он снимал в деревне все, что сохранилось там от традиционного уклада жизни, например, хороводы. И пусть это было уже не то волшебное зрелище, как в древности, но на картинах Митова увиденное переплавляется в самобытный мир чувашской культуры. 20 лет уже сказал, что я буду делать искусство чувашское, национальное, и оно будет таким, как у нас чувашская музыка, чувашская поэзия, песни чувашские. То есть он это все в себе переварил, сочинил и создал идеальный мир. Мы такого не увидим в искусстве чувашском. И это ценно. Многие художники в то время показывали Чувашу как, с помощью красивых сурбанов, вышивки, натюрмортов, костюмах, да, в рамках социалистического реализма, такого направления, да. Но Митов, воспринимая это и перерабатывая через себя, выдает совершенно другие работы, потому что у него нет прямого отсыла, а есть глубоко переработанное именно мировоззрение народа, его восприятие красоты. Богатая часть экспозиции – книги из библиотеки Анатолия Митова. Избранные тома, которые он ценил. Искусство, поэзия, которая была важной частью его духовной жизни, средневековая литература. А это уже новое издание, недавно вышедшее в свет монография Антонины Мордвиновой, результат многолетнего труда по исследованию творчества художника. В ней и о трагической судьбе мастера, и о его наследии. Множество иллюстраций и фотографий, работы, которые прежде не выставлялись. Еще одна возможность открыть для себя неизвестного Митова. Но на выставке сделать это можно будет до конца февраля. Юлия Скрябина, Марина Корягина, Виктор Степанов. Вести, Чувашия.